Сегодня наш эфир посвящен коренным народам. А к коренным народам Челябинской области относятся башкиры. Конечно же, раньше некоторая часть региона принадлежала нынешней республике Башкортостан. Вот. А как сегодня живут башкиры на Южном Урале? Спросим у представителя республики Башкортостан, не у кого-нибудь, а у представителя республики Башкортостан Челябинской области Амура Хабибуллина. Амур, доброе утро. Доброе утро. А вы сами родились на территории Челябинской области или республики Башкортостан? Да, я родился в Аргаяшском районе, в селе Аргаяш, Челябинской области. А какие у нас еще есть башкирские поселения в Челябинской области? Большое количество их, потому что на территории Челябинской области проживает в пределах 200 тысяч башкир, и то есть они распределены, можно сказать, даже равномерно на территории всей Челябинской области. Это и Аргаяшский район, и Кунашакский район, и тот же Магнитогорск, и тот же Сосновский район, и Чебаркульский район. Их можно перечислять очень много. Башкир есть везде. Везде. Ну, действительно, вы уже сказали, у нас есть самые такие основные центры, это Аргаяш и Кунашак. Да. Как-то вот вы сохраняете там национальную самобытность, потому что это все равно такой анклав, получается, на территории Челябинской области. Вокруг-то районы более русские. Да. Вы правы на самом деле, что на территории традиционно Аргаяшского Кунашакского района, то есть это места компактного проживания башкир, то есть там более 50% каждой территории проживают башкиры. Это что касаемо Кунашакского района, что Аргаяшского района, более 70%. И то есть на этих территориях, ну, я могу сказать, что проходит традиционно куча конкурсов, куча смотров, то есть в деревнях, да и в поселках, то есть детишки занимаются национальным языком, национальной культурой, то есть проходят олимпиады, то есть проходит очень большой ряд направленных мероприятий по сохранению языка и культуры нашего народа. А олимпиады проходят по башкирскому языку, да? Совершенно верно, да. Вот в Башкортостане прямо изучают обязательно, да, язык башкирский? Да, башкирский язык, он является государственным языком. Понятно, разговоров нет на предмет того, что это прерогатива родителей, на предмет того, чтобы изучали дети свой родной язык. Ну и вследствие этого все остальные составляющие. А у нас в Челябинской области, в том же Аргаяше и Кунашаке, обязательно башкирский язык изучать в школах? Нет, не обязательно, но очень серьезно профилируется данный предмет. И то есть на территории Челябинской области в пределах 40 школ изучение башкирского языка происходит не на факультативном, а именно как предмет. То есть как русский язык, так и башкирский. Как английский язык, да? Ну, очень сравнить сложно, потому что это родной язык, а английский совсем не родной. Чем больше языков знаешь, чем лучше, мне кажется, в нашем мире сейчас. А детские сады с башкирским уклоном есть? Есть. И в Аргаяшском районе, и в Кунашакском районе. То есть я не могу сказать, что это большое количество, но в пределах 10-15, скажем так, групп присутствует на территории Аргаяшского, Кунашакского района, где идет факультативно. Ну, то есть детские преподаватели преподают башкирский язык для детишек. А знаете еще, что интересно? Русских туда берут? Вот захотела я своего ребенка дать башкирский детский без сад. Проблем. Без проблем. Совершенно в этом нет совершенно проблем. То есть есть такие примеры, их немало, когда именно не только башкиры изучают свой родной язык. Вот Амур сейчас поймает тебя на слове и заставит твоего ребенка... Мне пока его нет. Все впереди. Амур, скажите, пожалуйста, вот вся Челябинская область ездит на Сабантуй. Это такой праздник. Татарский тоже, и, наверное, башкирские части. Казахский. Башкиры туда тоже ездят? Или это не башкирский праздник? Я вам могу сказать таким образом, что праздник Сабантуй — это тюркский праздник. А башкиры входят именно в этот анклав, в тюркскую группу, да, и поэтому вести разговор на предмет того, что это татарский, башкирский, казахский и так далее. Да. Сейчас в настоящее время Сабантуй — это уже межнациональный праздник, и не имеющий совершенно никаких национальных границ. Поэтому, безусловно, что традиционно башкиры на этих сабантуях участвуют, то есть участвуют на первых ролях, если вы замечаете. А можете в порядке перечисления, какие еще есть праздники у нас на территории башкирские? Туганжер, я знаю, да? Ну, это казахский праздник. То есть, да, совершенно недавно он прошел на территории Брединского района. А башкирский есть Каргатуй, к примеру, да. Это праздник, когда прилетают птицы, и перед праздником варят каши. Ну, то есть это целый ритуал большой сам по себе, и поэтому вот этот праздник очень интересен даже более, может быть, чем Сабантуй. Да? То есть мы же, когда посевная закончилась, празднуем данный праздник, а тут перед тем, как посеять, просят о том, чтобы солнышко пришло очень хорошее, чтобы дождички были. Ну, то есть в основном это дети приходят на этот праздник и приносят, и, скажем так, все самое лучшее, потому что детям очень отказать хоть кому сложно. Спасибо большое за интересную информацию. А я напомню, у нас в гостях был представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин.